кораблей. Ну а изучают вечную мерзлоту в специальном институте мерзлотоведения. Он так и называется, единственным в мире. Хоть и находится он на Чукотке, основали его ленинградцы. Из Северной Республики специальный репортаж Натальи Бондаревой. Виктор Шепелев живет и работает на мерзлотке. Так якутяне любовно называют и микрорайон в республиканской столице, и расположенный там институт вечной мерзлоты. При этом большинство из них никогда не спускались в само подземное царство, где круглый год зима. Эти льды хоть и зовутся вечными, но тепла человеческого тела боятся. Хрупкие, мощные, удивительно красивые. Свои секреты они раскрывают неохотно. Вот здесь, где мы стоим с вами, мощность мерзлоты 320, да, а достигает 1,5 километров. Почему? Почему проникает так глубоко отрицательная температура и происходит замерзание воды? Почему не сказывается внутреннее тепло Земли, не препятствует этому? Открыли мерзлоту в 19 веке. Купец Федор Шергин хотел выкопать колодец. Воду не нашел, но процессом увлекся. И 10 лет копал, чтобы узнать, на какой глубине кончаются льды. Вызвал ученых из Петербурга, и они ошеломили Европу, сообщив, что земля в Сибири промерзла на сотни метров. Та самая старинная шахта Шергина сегодня одна из главных достопримечательностей Якутска. Приезжали японцы и полюбопытствовать решили посмотреть, что внутри. Опускали видеокамеру, и она застряла там во льду. Дергали и оторвалась. Пытались вытащить, но не получилось. Так она там и осталась. Открытия, сделанные в подземном мире, меняют наземный. Якутск переживает бум строительства многоэтажек. Специалисты Института мерзлотоведения усовершенствовали сваи. А скоро возьмутся за решение дорожной проблемы. Каждую весну, когда вечные льды подтаивают, почва движется и асфальт на улицах Якутска лопается. Есть и другие почти фантастические проекты. Уже 30 лет за этой дверью хранятся семена самых распространенных якутских растений. Их заморозили для ученых будущего. Прорастив зерна через несколько столетий, специалисты смогут воссоздать растительный мир Якутии 21 века. За этим экспериментом следят в Азии, Европе, Америке. А в планах и сотрудничество с зарубежными коллегами. Совместно с японцами в Якутске планируют построить еще одну ледяную шахту в самом высоком холме. А в ней откроют уникальный подземный музей мамонта. Там без холодильных камер будут храниться экспонаты со всего мира. Наталья Бондарева, Борис Пашков и Тимофей Чекмарев. Вести Петербург из Республики Саха.